Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши-Пшара. 9 мая в Абхазии, как и во многих странах мира, отметили 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. День победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников. 74 года назад завершилась самая кровопролитная в истории война, которая унесла много миллионов жизней. Из более чем 55 тысяч воевавших сыновей и дочерей Абхазии 17,5 тысяч человек не вернулись домой. 22 уроженца Абхазии удостоены высокого звания Герой Советского Союза. 3 кавалеров всех орденов славы. 9 мая повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны и проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны. Президент Рауль Хаджимба поздравил ветеранов и весь народ Республики Абхазия с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы чествуем и вспоминаем тех, кто вел самоотверженную всенародную борьбу с мировым злом нацизма. Победа досталась невосполнимой ценой. Она добыта кровью и мужеством миллионов людей, насмерть сражавшихся с безжалостным врагом на фронтах войны и героическим трудом тыловиков. Достойное место в исторической хронике освободительной войны советского народа занимает Республика Абхазия. Более 55 тысяч человек, выходцев из Абхазии, было призвано в ряды советской армии и военно-морского флота. 17,5 тысяч защитников Отечества сложили головы в боях. Наш священный долг – сохранить и передать молодым поколениям память об этом подвиге бесстрашия, силы и духа. Отмечается в частности в поздравлении главы государства. Рауль Хаджимба пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а всему народу Абхазии мира и процветания. С Днем Победы в Великой Отечественной войне народа Абхазии также поздравил спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварча. День Победы является святым праздником для граждан нашей страны, который мы отмечаем с чувством безмерной благодарности всем, кто совершил бессмертный подвиг во имя свободы. Мы помним всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, кто, не жалея сил, трудился в тылу, возрождая страну в тяжелые послевоенные годы. Мужество и стойкость участников Второй мировой войны унаследовали их дети и внуки, которые отстояли свободу и независимость Республики Абхазия, сражаясь с грузинским фашизмом во время Отечественной войны народа Абхазии. А сегодня новое поколение молодежи, продолжая боевые традиции своих прадедов и отцов, охраняет мир и покой граждан независимой Абхазии, отмечается в частности в поздравлении спикера парламента. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Российской Федерации Владимир Путин обменялись поздравлениями с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – особая дата в истории наших стран. Этот поистине всенародный праздник связан с подвигом героев-победителей, которые отстояли свободу нашей общей родины – Советского Союза. Их стойкость и верность долгу являются для нас примером истинной любви к родине, сопричастности к ее судьбе. В этот памятный день мы чествуем ветеранов, героически вставших на пути всеразрушающего нацизма, отметил в частности президент Абхазии Рауль Хаджимба в своем поздравлении. В этот день мы чествуем тех, кто победил фашизм, склоняем головы перед памятью павших. Убежден, что славные традиции братской дружбы и взаимовыручки, завещанные нам отцами и дедами, будут и впредь служить надежной основой развития российско-абхазских отношений, отметил в частности в своем поздравлении президент России Владимир Путин. Поздравлениями с Днем Великой Победы обменялись президенты Абхазии Рауль Хаджимба, Южной Осетии Анатолий Бибилов и Приднестровья Вадим Красносельский. Рауль Хаджимба в день празднования 74-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне принял ветеранов. Глава государства лично поблагодарил и поздравил каждого из них с Днем Победы. Которые пришли. В Большом зале администрации президента Абхазии сегодня особенно праздничная и волнительная атмосфера. Здесь встречают дорогих гостей, ветеранов Великой Отечественной войны, которые пришли сюда в сопровождении своих детей, внуков и правнуков. К сожалению, участников страшных событий 1941-1945 годов осталось не так много. Да и на эту встречу по состоянию здоровья смогли прийти не все. Но те, кто пришел в праздничном настроении с волнением, ждут встречи с президентом. Хотя в День Победы такие встречи уже давно стали традиционными, каждая из них особенна и наполнена важным смыслом выражения благодарности и преклонения перед бессмертным подвигом ветеранов Второй мировой войны. В своей приветственной речи Рауль Хаджимба с чувством глубокой признательности и уважения поздравил ветеранов с Днем Победы. С этим священным праздником
связаны с судьбой многих братских народов бывшего СССР. Мы по праву гордимся тем, что многонациональный народ Абхазии внес свой весомый вклад в героическую борьбу с фашизмом, священную и самоотверженную борьбу по изгнанию гитлеровских полчищ с советской территории. Мы воспитываем подрастающее поколение на примерах стойкости и храбрости защитников Родины, покрывших себя неувядаемой славой на фронтах Великой Отечественной. С первых дней войны наша республика и днем, и ночью работала под девизом «Все для фронта, все для победы». Наш народ продемонстрировал сплоченность и огромный энтузиазм во имя укрепления тыла и обороноспособности, оказание достойного сопротивления врагу. Примечательно и глубоко символично, что в 1992-1993 годах доблестные сыны и дочери Абхазии отчаянно сражались против грузинских агрессоров, следуя вашему непоколебимому духу, бесстрашию и боевым традициям. Здесь, как никогда в нашей истории, ярко проявились нерасторжимая связь поколений, их целеустремленность и высокий патриотизм. От всей души желаю вам доброго здоровья, мира, спокойствия, уверенности в сохранении и приумножении идеалов, которым вы посвятили свои жизни, волю и созидательную энергию. С Днем Победы, дорогие ветераны! Затем слово взяли ветераны. Председатель Республиканского совета ветеранов Великой Отечественной войны Алексей Шоня и участницы войны Валентина Шульгина и Нона Дорофеева поблагодарили главу государства за теплый прием и поздравили ветеранов и народ Абхазии с великим праздником. Долгих лет, жить здоровый, кто жив здоров, пожелаю вам все хорошо. Кто же голову положил, вечная память. Спасибо большому нашей правительству, кто нас смотрит, помогает всем нашим ветеранам, кто вот самые меньшие 92 года, самые большие 98 лет. И стариков вот еле-еле держимся, и нас смотрит все хорошо. Желаю, наша Родина, Абхазия между Ингулией и Псов, мир, дружба, служба, желаю им все хорошего. Отмечая День Победы, почтим погибших памятью живых, подымем тост из-за отцов и дедов, за всех любимых, близких и родных. Спасибо вам за все. Много бы сказала, но сил не хватает. Спасибо, мои хорошие. Я напишу потом. Спасибо, спасибо. Будьте здоровы все. Спасибо всем молодежи, что нас поддерживает. Всем ветеранам от администрации президента были вручены денежные подарки. В завершении встречи Рауль Хаджимба и ветераны войны в честь Дня Победы подняли по бокалу шампанского и сфотографировались на память. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне по всей Абхазии прошли праздничные мероприятия. В Сухуми они традиционно начались с церемонии возложения цветов и венков к памятнику неизвестному солдату в 11 часов утра. Там же состоялся митинг и торжественное прохождение подразделений Министерства обороны Абхазии и погрануправления ФСБ России в Абхазии. Работала полевая кухня. Смотрите репортаж Алики Трапш. Задолго до начала торжественных мероприятий у памятника неизвестному солдату стали собираться люди. Здесь нет безразличных и безучастных. Всех связывает общая история Великой Отечественной войны. День Победы, 9 мая, поистине является семейным праздником. Многих ветеранов уже нет в живых, и в память об их подвиге семьями приходят к памятнику неизвестному солдату и возлагают цветы. Люди поздравляют друг друга с праздником, делятся воспоминаниями, рассказывают о подвигах своих отцов и дедов. Родной брат моего отца ушел на войну, как обычно, в 1941 году и не вернулся. И мы о нем вообще ничего не знаем. Потерялся, без вести пропал. Это отец, вот 10 лет моего отца нет, вот 71 год он умер. Он обычно рассказывал, что как ушел, как война здесь проходила, все, и не дождались. Мы толком ничего не знаем о нем. С праздником, с Днем Победы, здоровья, счастья, чтобы никогда не было войны, чтобы всегда была победа за нами, чтобы все жили и здравствовали. Мы приехали с города Ейска, как Краснодарского края. Здесь на 9 мая попали первый раз, встречаем здесь. Вот. Дед мой, Данов
Пантелей Иванович воевал, без вести пропал. Всех поздравляем с праздником, здоровья всем, удачи. Чтобы мир был всегда, чтобы счастье получали от своих детишек, и чтобы подрастающее поколение, чтобы оно знало, какой ценой досталась нам победа. Мой дед Хватландзе Илюка Мустафович воевал в 41-45 года в Советском Союзе при защите Родины СССР. Он, значит, раненый был, много медалей за отвагу. Он живым вернулся и погиб после нашей 92-го года войны. Дедушка вот, с города Челябинск. Прошел Великую всю Отечественную войну, дошел до Сталинграда, вернулся обратно, имел 8 детей, в том числе с мою маму. Дети остались одни, выживали как могли. Дедушка прошел 2 войны. Вот. И вот так собрались, приехали, сделала фотографию вчера и приехала сюда, в Сухум, на парад первый раз в жизни. Очень интересно посмотреть, как это все происходит именно в Сухуме. Это атмосфера, вот эта музыка. Мои дяди, 5 было, все участвовали, и все приехали, кроме моего отца. Мой отец там погиб на Северном Кавказе, где-то в районе Моздока. Меня этот праздник для всех живущих вот в бывшем Союзе, и все празднуют, и все рады, что сегодня 80 почти лет будет уже после окончания войны, и войны нет, слава Богу, и это я желаю, чтобы люди так же мирно жили. Отец участвовал в войне, он в Крыму участвовал, значит, в Керченской операции, был там ранен. Дошел до Кенигсберга. А 9 мая – это праздник со слезами на глазах. Но это истинная правда, потому что надо помнить о тех, кто создал нам эту победу. Главные герои сегодняшнего праздника, безусловно, ветераны войны. У каждого из них своя незабываемая история, наполненная героизмом. В Польше, дошли до Польши, город Словича. А там нам дали приказ идти до Шумберлина. И вот пошли. Был это страшный кошмар. Я не думала, что живые мы останемся. Победа – это такое слово, что его нельзя никем заменить. Итак, 45-й год, 45-й год, День Победы – это самый мирный праздник. Абхазии желаю, чтобы она расцветала. Все хорошо, лишь бы не было войны. Война – это дело такое, что не дай Бог, не дай Бог. В этот день сотни жителей и гостей Сухума спешат к памятнику неизвестному солдату, где захоронены останки советских воинов-защитников Кавказа, сражавшихся за свою родину, не жалея сил и жизни. Ветераны, которым сегодня уже за 90, волнуясь и превозмогая боль, возлагают цветы к подножию мемориала. Президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварчия, первый вице-премьер Даур Ашба, члены правительства Абхазии, депутаты, военнослужащие, общественность и школьники. В этот день вся страна склоняет головы перед подвигом солдат Великой Отечественной, перед героизмом и самоотверженностью советского народа.
Минута молчания в память о погибших открыла торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Выступавшие на митинге поздравляли с 74-й годовщиной Победы и отмечали мужество и стойкость советского народа в борьбе против немецких фашистов. Дорогие ветераны, от всей души поздравляем вас с 74-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Эта победа была бы невозможна без самоотверженных усилий и героизма всех без исключения народов, проживавших на территории Советского Союза. Многие их представители положили на алтарь Победы свою жизнь и здоровье. И именно благодаря этому у нас с вами есть сегодня возможность жить в мире и заниматься созидательным трудом. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, и от всей души желаем вам побольше поводов для оптимизма, хорошего настроения и улыбок на ваших лицах. В этом празднике история нашего народа, продолжение истории нашей страны, великий подвиг отцов и дедов вдохновлял молодое поколение Новой Абхазии в борьбе с грузинскими оккупантами. Они с честью и достоинством пронесли знамя победы своих предков. Вечная память погибшим защитникам Родины. День Победы – это символ дружбы между Абхазией и Россией и другими странами бывшего СССР. Общая память о Великой Отечественной войне бессмертна. Еще раз с Днем Победы и поздравляю всех. Мира и добра в ваших домах. Мы победили, потому что добро всегда побеждает зло. Мы отстояли независимость и само право на существование нашей общей великой Родины. Хочу еще раз обратиться к присутствующим здесь ветеранам, военнослужащим и всем собравшимся, чтобы поздравить вас с этим великим праздником. Здоровья вам, жизненных сил. Многочисленные поздравления и слова благодарности в этот день звучат в адрес ветеранов. Всех нас переполняют чувства гордости за тех, кто каждый клочок земли отвоевывал ради мира и процветания на всей планете. Ежегодно в этот день Министерство обороны республики для ветеранов и гостей праздничного мероприятия организовывает военно-полевую кухню. Сюда приходит большое количество людей, чтобы отведать кашу, приготовленную в полевых условиях, и выпить армейский чай. Конечно же, праздник не обходится без фронтовых 100 граммов. Отведать традиционную полевую кухню захотели многие. Людям раздавали горячую кашу и чай. Повар Министерства обороны Наталья Баранова поделилась рецептом традиционной фронтовой каши. Обычно ее на гарнир даем, а здесь мы готовим полностью тушенка, масло, поджарка, сливочное масло, конечно. Вот. Специи делаем, посолим и с душой раздадим. Попробовать кашу хотят все, от самых маленьких до пожилых. И даже те, кого заставить поесть кашу дома, попросту невозможно. Кто-то пробует ее впервые, а для кого-то приходить сюда каждый год в день великого праздника уже традиция. Каша очень вкусная, она мне понравилась. Каша очень вкусная, мне понравилась. Я поздравляю всех с праздником 9 мая, Днем Победы. Мне очень понравилась каша, атмосфера очень хорошая. Поздравляю всех с 9 мая. Полевая кухня – это, наверное, наша семейная традиция. Мы каждый год с сыном приходим сюда, он берет эту кашу, он ее съедает всю до крошки и говорит, что я так не умею. Вы знаете, кашу армейскую я не попробовала, но, конечно, настроение шикарное, потому что все-таки наши деды воевали за эту землю, и если бы они не воевали, сегодня неизвестно, что было бы с нами. Так что спасибо нашим дедам за победу. Палатка полевой кухни наполняется ветеранами и гостями. Поднять фронтовые 100 грамм и попробовать солдатской каши вместе с ветеранами пришли депутаты Народного собрания и члены правительства. Ветераны охотно делятся воспоминаниями о своем боевом прошлом. Всюду царит атмосфера праздника. Праздника Великой Победы. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Руслан Орлов. Абхазское телевидение. В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме торжественным маршем прошли подразделения Министерства обороны Республики Абхазия и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Всего 11 пеших колонн военных подразделений Абхазии и России численностью около 400 человек. Принимал парад министра обороны Абхазии Мираб Кишмария. Сопровождал пешие колонны военнослужащих сводный оркестр, состоящий из духового оркестра Министерства обороны и оркестра 7-й российской военной базы. Торжественным прохождением командовал генерал-полковник, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Свижба. Равняйсь! Смирно!
Равнение на середину! Товарищ министр обороны Республики Абхазия, парадный расчет для прохождения торжественным маршем в ознаменовании 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построит первый заместитель министра обороны генерал-полковник Сильва. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал армии! Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 На одного линейного дистанции! Равнение направо! Шагом! Марш! Военнослужащий пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Возглавляет парадный расчет подполковник Семен Давыденко. А сейчас проходят будущие офицеры вооруженных сил Республики Абхазия, высшее войсковое командное училище. Возглавляет парадный расчет майор Алтас Жива. Перед вами сборный военный оркестр Министерства обороны Республики Абхазия и 7-й военной базы Российской Федерации. Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», которая стала международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. К настоящему времени акция охватывает более 80 государств. Шествие бессмертного полка прошло в этот день по всей Абхазии. Сотни жителей страны вышли на улицы с портретами родных и близких. О том, как эта акция прошла в Сухуми, расскажет Саид Джарсали. Сбор участников акции «Бессмертный полк» начался на площади Свободы. Затем колонна направилась к могиле неизвестного солдата на набережной столицы. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается с той песни, что пела нам мать. В каждой семье есть свой герой, которому мы говорим спасибо. Они всегда будут жить в наших сердцах, пока мы бережно храним фронтовые истории и фотографии. Память о них. Дети, внуки и правнуки горды своими предками и благодарны им за мирное небо над головой. За каждым взглядом с портрета история. Трагичная и победная. Для каждого из участников шествия это личная победа, личная память. В колонне много молодежи и детей. Гордо и с достоинством они несли портреты героев. Мы не должны забывать людей, которые сражались за то, чтобы жили мы, говорят они. На фотографии изображен мой прадедушка с маминой стороны. Он был в морской пехоте, дошел до Берлина и благополучно вернулся назад. Я горд за своего прадедушку, то, что он и все солдаты нам принесли победу. Прадедушка, он воевал, форсировал Керчь за освобождение Кавказа. Он был артиллеристом, пушкой гаубиц. Поздравляю всех с 9 мая. Желаю не забыть своих отцов, дедов. Бессмертный полк уже не первый год собирает тысячи людей, и уже можно говорить о том, что эта акция становится народной, в истинном смысле этого слова. Празднование Дня Победы не просто получает новую форму, но и обретает совсем новое, важное для страны значение – рождение новой традиции, объединяющей все поколения. Это мой прадедушка, который участвовал в Великой Отечественной войне, но пропал без вести. Последние известия были в Америке. К сожалению, мы ничего не знаем о нем до сих пор. Спасибо всем ветеранам, долголетия и благополучия. Мой отец Ашба Константин Михайлович в 17 лет пошел на войну, десантником был, попал, значит, в тыл врага, партизаном был в плену, бежал в разведке, в контрразведке. Ну, история очень большая про него. Дошел до Берлина, оставил свою подпись, всю Европу прошагал, можно сказать. И с победой вернулся. Это дед мой, их прадед, Делба Николай Дзукович. Тоже был в плену, бежал, очень такой боевой дед был. Сегодня то, что мы имеем, это благодаря их подвигам и их заслугам. Не смолкали песни военных лет в исполнении взрослых, школьников и совсем юных детей. Я влюбленный и смущенный пред тобой, клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый, резной. С праздником Победы! Майский день наполняло ясное ощущение, что каждый не пронес портрет героя, а провел его, родного, через всю набережную, крепко держа за руку. Колесо истории словно повернулось вспять. Бессмертный полк прошел по Сухумской набережной вместе с живущими ныне, ради которых воевал, и напомнил всему миру: мы победили. Саид Жарсали, Алексей Баструков, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. 9 мая в 10 часов утра в столице стартовал велопробег, посвященный Дню Великой Победы. Маршрут прошел от Дома Москвы в Сухуме до мемориала на братской могиле советских воинов в поселке Гулрипш. С участниками акции пообщались наши корреспонденты. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. Акция «Спасибо за победу», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организована представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке посольства России в Абхазии, а также администрации города Сухум и Гулрипшского района. Велопробег стартовал в 9 часов утра от Дома Москвы в Сухуме. Велопробег «Спасибо за победу» – это акция, посвященная празднованию годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году ее поддержали около 25 человек. Участники акции «Спасибо за победу» выехали по маршруту Сухум-Гулрипш-Сухум.
Маршрут велопробега несложный и доступен даже для неподготовленных велосипедистов. Акция проводится уже не в первый раз, но организаторы отмечают, что каждый год к акции присоединяется все больше людей. С каждым годом в Абхазии увеличивается велодвижение, соответственно, участников становится больше. Конечно, сегодняшний дождь некоторых отпугнул, но у нас есть велолюбители, которые не боятся ничего. Вот, и мы все вместе собрались для того, чтобы почтить память, отдать память этому великому дню, Дню Победы. И, конечно же, мне хочется поздравить всех жителей Абхазии, гостей Абхазии с этим замечательным праздником и поблагодарить ветеранов. Участники велопробега возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов в поселке Гульрипш и памятнику воинам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Матяра. В велопробеге приняли участие люди разного возраста. Самым младшим участникам акции 12 лет. Саид и Никита у нас самые молодые участники. Саид и Никита уже второй год участвуют, и в этом году их физическая форма гораздо выше. Они полностью проходят весь маршрут, за что я им очень признателен. Спортивно-патриотический характер этого мероприятия объединил школьников, студентов, работников различных организаций. Для всех, для нас, граждан Абхазии, это очень важный праздник, потому что 22 героя – это уроженцы нашей республики. Множество людей ушли на фронт и не вернулись, отдали свои жизни за свободу Советского Союза и за наше будущее. И поэтому то, что мы проводим в этот день велопробег, это минимальное то уважение к памяти этих людей. Велопробег, посвященный памяти ветеранов, воинов, павших в Великой Отечественной войне, стал и призывом вести здоровый образ жизни. Акция «Спасибо за победу» проходит уже 7-й год и собирает несколько десятков человек, объединенных этой идеей. Гугут Савардани, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Праздничные мероприятия прошли по всей стране. В каждом городе, районном центре, селе вспоминали героев войны, чествовали живых, дарили друг другу радость и улыбки. В Гале прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В акции «Бессмертный полк» приняли участие и военнослужащие погрануправления ФСБ России в Абхазии. Участники «Бессмертного полка» прошли почти через весь город и собрались возле памятника защитникам Отечества 1941-1945 годов. Здесь состоялась церемония возложения цветов, в которой приняли участие ветераны, руководство района, военнослужащие, общественность и школьники. Ветераны Великой Отечественной войны, которых в районе осталось всего несколько человек, со слезами на глазах принимали поздравления и знаки внимания. Затем здесь же был организован небольшой концерт, организованный учащимися галских школ. Более 17 тысяч человек, выходцев из Гагарского района, сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Около 2000 из них не вернулись домой. В Гагре мероприятия, посвященные Дню Победы, начались с церемонии возложения цветов к памятнику неизвестному солдату, в которой приняли участие ветераны, руководство районной администрации, военнослужащие, общественность. Здесь же состоялось шествие Бессмертного полка. Учащиеся 4-й Гагарской средней школы пришли на возложение в национальных костюмах народа в СССР, символизируя единство и солидарность, который проявил многонациональный советский народ в борьбе с общим врагом. После церемонии возложения цветов возле памятника неизвестному солдату состоялся концерт. Учащиеся гагарских средних школ подготовили интересные номера. Прозвучали и песни военных лет в исполнении фольклорного ансамбля «Киараз». Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Зеленый с брызгой, я влюбленный, смущенный пред тобой, клен зеленый да клен кудрявый. Для меня
– это очень важный и торжественный день. Это действительно праздник со слезами на глазах, слезы боли за ушедших воинов и слезы радости и гордости за одержанную победу. Мы должны беречь и ценить наших ветеранов, а главное – вспоминать о них не только 9 мая. Хочу поздравить всех с этой великой победой, с Днем Великой Победы. Желаю всем здоровья, мирного неба над головой. Пусть больше никогда не будет войны. Гагарская средняя школа номер 4 имени Юрия Алексеевича Гагарина пришла на этот парад в национальных костюмах советских республик, желая подчеркнуть великий вклад каждого народа в эту победу. Вечная память и низкий поклон всем тем, кто отдал жизни за наше светлое будущее. Дорогие ветераны, 9 мая – священный праздник для вас, для тех, кто, не жалея своих сил, своей жизни, дошел до Берлина. Мы рады, что многие из вас еще дожили до этого счастливого дня. Поздравляем вас с этим замечательным праздником. Успехов вам, здоровья крепкого, долгих лет жизни. Мы гордимся вами, мы равняемся на вас. В этот день прежде всего хочется сказать спасибо за право жить без ужаса войн и за мирное небо над головой. Пожелать всем радости, процветания, чтобы каждый день приносил только веселые улыбки. Победное утро в Гудауте началось с шествия бессмертного полка, в котором приняли участие сотни жителей района. Люди пришли на праздник целыми семьями. В их руках фотографии отцов и дедов, участников войны, не доживших до сегодняшнего дня, и черные воздушные шары, которые стали символом праздника, со слезами на глазах. Затем вся колонна во главе с главой администрации района Русланом Ладария направилась к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне, где прошла церемония возложения цветов. День Победы отметили и в Ткварчале. Сотни жителей города-героя пришли отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне и возложить цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны в центре города. Цветы возложили глава Ткварчалского района Ида Чечхалия, депутаты районного собрания, ветераны, представители общественности, школьники. Здесь также состоялось шествие бессмертного полка. Люди шли с портретами своих дедов и отцов, ценой своей жизни завоевавших победу. В честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш Гудаутского района прошли конно-спортивные соревнования. Скачки собрали на ипподроме в Дурипше конников из сел Лыхны, Джерхуа, Чандара, Аацық, Ланархуа, Звандрипш и Дурипш. В программе соревнований национальные виды конного спорта: ашилампол, хаджейгуцара, джигитовка, рубка, а также скачки на различные дистанции. Соревнования посетил президент Рауль Хаджимба. Расширенный репортаж о скачках в Дурипше смотрите в нашем ближайшем эфире. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков, с местами возможен туман. Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.